Необходимо ответить сохранение положительной тенденции в сфере демографической ситуации. В республике фиксировалась самая низкая смертность в Российской Федерации, одни из лучших показателей по рождаемости. На повестке дня ежегодный отчет правительства об итогах социально-экономического развития. В Магасе состоялось заседание Народного собрания. В течение 5 минут мы вот так взбалтываем. Процесс взбалтывания идет. Это получается отмывку мы делаем семян. Почве придадут только отобранные семена. Россельхозцентр проводит фитоэкспертизу посадочного материала. У меня была первая мысль, главное, чтобы не умер. Главное, не умер. Главное, не умер. А только вот это бы у меня мысли были в голове. Не очевидцы, а спасатели. Жители Ингушетии оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП на Ставрополье. С героями встретился наш корреспондент. Конкурс для самых умелых. В режиме онлайн стартовал финал чемпионата рабочих профессий World Skills. Расскажем об ингушских мастерах-участниках. Наверное, когда пишешь, ты ничего не чувствуешь. Ты знаешь, что эта работа должна быть написана. Пейзажи, натюрморты и тематические работы для ценителей живописи. В музее ИЗО открылась персональная выставка Мусы Мартазанова. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Сегодня в Магасе состоялось 79-е внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии. На повестке дня ежегодный отчет правительства об итогах социально-экономического развития республики. В числе ключевых на заседании затронули вопросы экономики, сельского хозяйства и безработицы. Как отразилась пандемия коронавируса на работе органа исполнительной власти, об итогах и планах регионального правительства. Репортаж Зелимхана Калоева. Подведение итогов 2019 года и обсуждение задач на текущий год планировались по сложившейся традиции в апреле, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, затронув все отрасли экономики и социальной сферы, жизнь каждого отдельного человека. Главный вопрос на 79-м внеочередном заседании Народного собрания Ингушетии – отчет правительства республики об итогах социально-экономического развития региона. Прежде чем заслушать доклад премьера, глава Ингушетии высказал несколько предложений и изложил свои взгляды на ситуацию в республике, видение предстоящих задач. Прошлый год, как и прошедший период нынешнего, были непростыми. Это было время напряженного труда, наполненное стремлением решить проблемы, связанные с нуждами людей, улучшением качества их жизни. Не все из задуманного удалось осуществить. Свои коррективы, наши планы внесла пандемия коронавируса. Благодаря самоотверженной работе наших медицинских работников и других служб нам удалось избежать худших вариантов. Неплохим можно признать результаты выполнения мероприятий национальных проектов в 2019 году. Построены школы, детские сады, приобретены современное оборудование, осуществлены мероприятия по совершенствованию системы образования. Хотел бы сказать, что очень много времени нами было затрачено на доведение прошлых объектов. Те у нас проекты 2019 года, у нас они завершены 2020 года. Есть алгоритм решения, мы их доведем до конца. Все мы должны отчетливо осознавать, что только качественное образование способно обеспечивать успех нашего динамичного развития в долгосрочной перспективе. Мы очень тщательно подошли к изучению школьного образования, мы там порядок наводим. И специальности, которые нам нужны, будем вводить, значит, в те или иные в колледжи. Нет сомнений в том, что в республике наметился тренд на устойчивое движение вперед. В этом, безусловно, есть заслуга регионального правительства, его руководителей и аппарата, отметил руководитель субъекта. Самая главная задача была поставлена, уважаемые депутаты, чтобы все ГУПы, которые работают, они избавились от понятия кредиторки. На сегодняшний день кредиторки нет. Сельское хозяйство поднимается, уже на следующий год прогноз есть. 10 кошар, которые у нас пустые стояли, мы их заполним и будем увеличивать количество КРС. Перед системой образования республики стоит задача повышения уровня обучения дошколят, школьников и студентов. А с развитием производственного комплекса параллельно будет обеспечиваться решение двух других ключевых вопросов – пополнение бюджета республики и снижение напряженности на рынке труда. Наметившийся перелом в сфере здравоохранения республики нужно и дальше развивать. Моя задача – создать такую среду, чтобы любому, какая бы у него привычка ни была, он все-таки видел, действовал и подчинялся законам, нормативам и жил и работал
для жителей республики. Подробно о социально-экономическом развитии региона рассказал премьер Ингушетии Владимир Сластенин. Отчетный 2019 год ознаменовался сменой управленческой команды республики. Был полностью обновлен состав Кабмина. Главный приоритет, обозначенный перед правительством, своевременное и эффективное выполнение мероприятий и нацпроектов. Для реализации указа президента на текущий год подписано 34 соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета на сумму свыше 7 миллиардов рублей на условиях финансирования регионального бюджета. Однако в самый неожиданный момент мир столкнулся с пандемией. Владимир Сластенин рассказал собравшимся о мерах, предпринятых в сложное время властями. Более 2500 медицинских работников были задействованы в республике в борьбе с ковидом. Это не только занятые в специализированных клиниках, но и сотрудники скорой помощи. Выезды скорой помощи в день увеличились с 200 до 400. Более 200 человек получили федеральные награды за особые трудовые заслуги. Хочу поблагодарить всех наших медиков за мужество и самоотверженную работу. Также выразить благодарность сотрудникам правоохранительных органов, МВД, Росгвардии, транспортных и коммунальных служб, всем профессионалам, которые обеспечили в это непростое время бесперебойную работу систем жизнеобеспечения республики. Касаясь итогов работы в сфере здравоохранения прошлого года, необходимо ответить сохранение положительной тенденции в сфере демографической ситуации. В республике фиксировалась самая низкая смертность в Российской Федерации. Одни из лучших показателей по рождаемости. Мы достигли показателей, которые нам ставили еще на следующий год. Уже у нас коэффициент рождаемости 16,4. По национальному проекту здравоохранения установлено 84 единицы современного оборудования в детских больницах и детских поликлинических отделениях, сердечно-сосудистом и онкологическом центрах. В рамках развития инфраструктуры здравоохранения введены в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельских поселениях Джейрах и Арамхе, построенные в рамках национального проекта. Получены 42 единицы автомобилей скорой медицинской помощи. В текущем году запланирован ввод поликлиники на 300 посещений в смене город Цунжа, психоневрологического стационара в сельском поселении Плиево, врачебной амбулатории в сельском поселении Троицкое. У нас остро стоит вопрос о необходимости строительства многопрофильной больницы, новых типов зданий для размещения Малгобецкой районной больницы, поликлиники в городе Карабулак. По всем этим объектам ведется работа с федеральными органами власти. Ключевую роль в сохранении социальной стабильности обеспечили меры поддержки семей с детьми и безработных граждан, принятые на федеральном уровне. Беспрецедентные меры. Ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно получают республики свыше 18 тысяч семей на 29 тысяч детей. Всего по расчетам право на получение указанных выплат в регионе имеет 45 тысяч семей. Высокий уровень безработицы – одна из причин высокого уровня бедности в республике, отметил Владимир Сластенин. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет свыше 30%. При этом перед республикой стоит задача сократить этот показатель к 2021 году до уровня 13,4%. Для решения этой задачи прежде всего необходимо повышать доходы населения. Не могли обойти стороной в своем отчете острый вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения. Проблемы в этой системе копились годами и достигли своего пика в последние несколько лет. Основными причинами сложившейся ситуации является рост численности населения с момента образования республики в 2,6 раза. То есть с 200 тысяч человек мы выросли до 500 тысяч человек, а добываем воду в тех же объемах. Высокий физический износ разводящих сетей 67%. Потери воды при транспортировке составили 20%. Протяженность систем водоснабжения в республике составляет почти 2282 километра. Свыше 1600 километров сетей физически изношены и подлежат замене. Высокая степень изношенности объектов водоснабжения. Объем воды, добываемой в республике, составляет всего 84 тысячи метров кубических в сутки. 2020 год стал непростым испытанием для органов государственной власти, но мы достойно прошли этот сложный период, показав сплоченную и скоординированную работу, отметил Владимир Сластенин. Поэтапно республика возвращается к нормальной жизни, а это значит, нам нужно с двойными усилиями браться за работу. Зелимхан Калоев, Асхат Белакиев, Новости 24. Зарплаты бюджетников с 1 октября текущего года проиндексируют на 3%. Индексация коснется работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также на 3% увеличат зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Напомню, в августе в Госдуме предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%.
Фитоэкспертизу семян перед севом озимых проводят специалисты ингушского филиала Россельхозцентра. Это проверка патогенов перед посадкой. Процедура обязательная, способствует будущему здоровому урожаю. Тамара Хашагульгова продолжит тему. Инфекции, погода и насекомые вредители. Эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов сельхозугодий. Самое эффективное решение – вовремя выявить источник заражения. Для начала нужно собрать образцы семян при помощи специального цилиндрического щупа. Отбирается щупом пробы с разных мест. А потом мы материал везем сюда в лабораторию и там же делаем анализ. В основном выявляются грибные болезни на семенах. Вот, чтобы этого не было, чтобы материал, мы даем рекомендацию, какими препаратами пользоваться. Самое интересное начинается уже после забора образцов. Посадочный материал проходит через лабораторию, где его проверяют на болезни: мукра, головня, альтернариоз, гельминтоспориоз. Развившиеся колонии исследуют под микроскопом. Водички и 100 штук семян высыпаем туда. И в течение 5 минут мы вот так взбалтываем. Процесс взбалтывания идет. Это получается отмывку мы делаем семян. То, что наверху все споры находятся, они отмываются и выпадают в осадок. Вот этот осадок мы затем исследуем. Помимо отмывки в лаборатории семена еще высеивают для выявления плесени. Как говорят специалисты, фитоэкспертиза семян – важная методика, которая дает возможность контролировать состояние семенного фонда, а значит квалифицированно решать и вопросы его защиты. Тем более, что семена, которые не отвечают ГОСТу, высеивать запрещено. Смывом сделали, под микроскопом рассмотрели, теперь мы смотрим на плесень семян. Вот видите, серый пушочек и меленькие черные пятнышки. Это мукор называется, плесень грибов. И вот мы тут смотрим, сколько семян заражено. Вот сколько будет там, 5-10 семян, столько мы ставим в нашу рекомендательную таблицу. Проводить такие анализы в Ингушетии начали только в этом году, с августа. Раньше, чтобы проверить семена на болезни, их приходилось отвозить в соседние регионы. Наши специалисты выезжали из Ставрополя для обучения данных анализов и в Северной Осетии, и к нам приезжали, чтобы уже окончательно с этого года мы могли начать проведение фитоэкспертизы. И на сегодняшний день наши специалисты прекрасно справляются. Фитоэкспертиза длится 3-4 дня. Вот они должны высеять эти семена и тем самым обследовать. Неукоснительно следовать рекомендациям Россельхозцентра стараются и в ГУПе Нестеровское. Они первыми отправили семена на проверку. Болезни выявили, подобрали препараты. И протравливание семян, то есть лечение, начали. 70-80% по защите растений зависит от того, как ты правильно протравил семенной материал. А потом уже по вегетации мы работаем, средствами защиты и так далее. Но основная борьба с этими патогенами, нужно оздоровить зерно, которое мы высеваем. Естественно, должны соответствовать всем посевным качествам согласно ГОСТа. В хозяйстве площадью 4328 пахотных гектаров выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнух и ячмень. Совсем скоро здесь начнут сеять озимые сорта. Мы планируем посеять 1200 гектаров озимых, из них в пределах 800 гектаров это пшеницы будет, и 400 гектаров озимого ячменя. Это озимый сев у нас. Цыплят, как говорится, по осени считают, но если все будет правильно сложиться, если мы правильно все это урожай должен быть. В этом году у нас отдельные участки давали 50 центнеров. Аграрии региона могут не переживать. Никакие грибки и бактерии не помешают будущему урожаю озимых, если вовремя провести апробацию. Пока через процесс фитологической экспертизы прошло только 6 сельхозпредприятий республики. Тамара Хашагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24. В России проиндексируют размер материнского капитала. Так, по данным Минтруда, выплата на первого ребенка в 2021 году составит 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей. Всего на выплату материнского капитала в 2021 году запланировано более 443
миллиардов рублей. Напомню, по указу президента программу мат-капитала расширили и продлили до 2026 года. Не прошли мимо чужой беды. История спасения человека произошла в Минеральных водах. Главные герои – наши земляки. Молодые люди незамедлительно оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП. Мовлад Шутуров и Курейш Гайрбеков доказали, что место подвигу есть в жизни каждого. Вот только свои действия молодые люди геройскими не считают. Картину событий того дня восстановит Муслим Ганиев. Среда, 9 сентября, вечер уже начинает смеркаться. 4 молодых ингушей направляются по своим делам в Минеральные воды, как внезапно у них на глазах происходит авария. Машина перевернулась, водитель не может выбраться. У ребят есть доли секунды, чтобы оценить ситуацию и понять, что делать дальше. Эти секунды могли стоить жизни пострадавшему, поэтому думали недолго. И все вместе пошли оказывать помощь. Как оказалось, в машине был один водитель. Мужчину зажало между сиденьем и крышей автомобиля. Руководил спасательной операцией Курейш Даурбеков. Молодой человек в 2018 году с отличием окончил пожарно-спасательный колледж Сунджи и на зубок знает, как оказывать первую помощь в таких ситуациях. Да, внезапно происходит авария. Какие первые мысли у вас? Были ли вообще мысли не выходить, поехать дальше своим путем? Ну, у меня была первая мысль, главное, чтобы не умер. Главное, не умер. Главное, не умер. Я только вот это бы у меня мысли были в голове. И все. Чтобы не уехать, почему бы, другой бы помог бы. Не было таких мыслей. Просто была мысль. Главное, чтобы он не умер. И все. Неважно, кто он, откуда. Просто мысли были такие. Водитель выжил, но здоровье себе подпортил. В результате аварии у него оказался поврежден позвоночник, а также была открытая рана в районе шеи. Подбежали, осмотрели всю ситуацию, посмотрели, не дымит ли машина в первую очередь, можно ли там оторвать клемму, чтобы не возникло короткое замыкание. Я сначала поговорил с этим человеком, посмотрел, в каком состоянии он находится. В принципе, он был в нормальном состоянии, но он был в шоковом состоянии, не чувствовал боли так, как должен был чувствовать. Пока Курейш пытался понять, насколько серьезно водитель пострадал, остальные искали способ, чтобы залезть в салон автомобиля и вытащить пострадавшего. В итоге пришлось разбить заднее лобовое стекло и вынести водителя через него. Подбежав первыми, постарались вытащить его. Увы, не получалось, так как двери были зажаты. Галай Велес, который с нами был, старался кресло сломать, чтобы его вытащить. Другие друзья мы старались что-то сделать с другой стороны машины, но безуспешно было. Итак, один из нас залез под багажник, где было разбито стекло. Аккуратно сняв его, с несколько человек, мы его аккуратненько, ровно вытащили оттуда. И, проложив под него коврик, положили его, где мой друг Гайрбеков Курейш оказал ему первую помощь. С какой целью вы направляетесь? Мы направлялись на политологический форум «Российский Кавказ». Первую медицинскую помощь оказывали прямо у проезжей части с помощью подручных средств. Пострадавшим оказался мужчина около 50 лет. Его имя и фамилию в суматохе парни не запомнили. После вызвали экстренные службы, а также связались с родственниками водителя. И только после того, как удостоверились, что его жизни ничего не угрожает, направились дальше по своим делам. Когда я ему сказал, мы ингуши и направляемся в Минводу, он сказал, я знаю, никто бы не остановился, кроме вас. Я с ним поговорил, я ему сказал, ты сейчас в нормальном состоянии находишься? Он сказал, да. Мы позвонили его родственнику, он сам с ними поговорил. Я уже в дальнейшем попросил у него прощения за то, что я сейчас уеду. Он сказал, езжайте спокойно, я сейчас в нормальном состоянии нахожусь. Уже службы были на подходе, мы, конечно, уехали оттуда. Хочется отметить, что при оказании первой медицинской помощи важно узнать степень полученных увечий, и не всегда можно оказывать эту помощь. Много случаев, когда, пытаясь помочь, можно наоборот нанести больший вред. Поэтому экстренные службы просят дождаться их приезда, чтобы сделать все грамотно. А Курейш Гайрбеков, будучи специалистом в этом деле, отлично знал, что он делает. Место подвигу может быть и в обычный будний день, и не обязательно для этого носить медицинский халат или погоны. Главное не быть равнодушным к чужому горю и вовремя прийти на помощь. А герои этого сюжета тому подтверждение. Муслим Ганиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Эльдар Мамижев, кандидат медицинских наук, сотрудник онкологического диспансера имени Пирогова в Санкт-Петербурге, скоро посетит наш регион с целью выявления больных с патологиями онкоурологических заболеваний. Прием и отбор больных будет проходить 6 октября в клинике «Стома» в здании челюстно-лицевой хирургии в Назране. Стоит отметить, высококвалифицированную помощь жителям республики окажут бесплатно в рамках благотворительной акции. После отбора здесь, в этой клинике, он уже будет отбирать пациентов на диагностику и после диагностики на оперативное вмешательство. Это будет все происходить у него в отделении в Санкт-Петербурге. У нас получилось договориться с ним, что в день прибытия в город Санкт-Петербург он госпитализирует. Будут выделены лучшие палаты для наших жителей нашей республики, именно приезжих отсюда вот туда. В день пребывания в город в тот же день будут производить госпитализацию. То есть вопрос о местожительстве, скитаться там по гостиницам, снимать квартиру, этот вопрос отпадает. Мы с ним этот вопрос проговорили. Это первое. Второе. По поводу анализов. Мы знаем, что во многих федеральных лечебных учреждениях по прибытию в лечебное учреждение анализы, которые были собраны с места жительства, не являются действительными. Они просят их заново сдать. У них, их лечебное учреждение, это в большинстве случаев бывают платные услуги. Этот вопрос тоже отпадает, вне зависимости от объема анализов. Начиная с анализа крови, развернутый общий анализ крови, биохимии и так далее, все мазки, все это будет производиться бесплатно. Около 3000 студентов со всей России в течение 2 недель будут бороться за звание лучшего в своем деле, в том числе и 16 участников из Ингушетии. Стартовал финал всероссийского этапа национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Оценивают участников по 130 компетенциям от ветеринарии и фитнеса до медицины и робототехники. Многие к чемпионату готовились долгие месяцы. Школьники и студенты колледжа впервые показывают мастерство не на общей площадке, а дистанционно. В нашем регионе заявлено 4 компетенции. Какие именно, знает Тамара Хашигульгова. Алисхан Катеев будущую профессию выбрал сам. Участие в соревнованиях для него возможность показать на практике свои профессиональные навыки, наработанные за 2 года обучения. Он единственный участник из Ингушетии, который соревнуется в компетенции малярные работы. Региональный отборочный финал. Эксперт по дальше давал мизумбусы. Кажется, именно про таких, как Алисхан, говорят, мастера на все руки. И действительно, для участников WorldSkills нет ничего невозможного. Уметь различать оттенки цветов, зрительно измерять пропорции помещения и сочетать окрашенные поверхности. Несмотря на кажущуюся простоту, малярные работы требуют различных навыков. Участникам дается 7 модулей и 5 дней. 2 на подготовку и 3, собственно, на выполнение заданий. По 2 сантиметра, 5 миллиметров и каютыш. Делаешь на фреске яс. Делаешь на фреске я даю ли я. То не стивя ханцы выгоры рисунок дождевался. Миллиметр ватер, а по сантиметру хатзе. Закрасить дышь, валик царавул на линейке стат утыш. Каждый угол закрасить это. Не только образное видение настоящего художника, но и физическая выносливость рабочего. В этой компетенции, в прямом смысле этого слова, приходится попотеть. Конкурсанты с 8 утра до 6 вечера трудятся практически без перерывов. Отвлекать и заходить за периметр строго запрещено. Весь процесс контролируется дистанционно, с помощью камер. Я не могу ему помогать в этом и подсказывать. У нас здесь стоят камеры по периметру, они звукозаписывающие. И малейшая моя подсказка, все такое, это уже нас могут дисквалифицировать в чемпионат. Здесь важна каждая деталь, от качества и скорости выполнения работы до эстетики, композиции и соблюдения правил техники безопасности. Эксперты также следят за процессом дистанционно. Оценки с критериями идут насчет попадания в цвет. Вот именно вот такие критерии, вот аккуратность работы, как он красит, вот именно вот эти замечания.
В этом году в нашем регионе заявлены 4 компетенции, 3 из которых представлены на базе пожарно-спасательного колледжа и 1 здесь. К слову, компетенция малярные и декоративные работы в Ингушетии появилась только год назад. Компетенция сравнительно молодая, ей всего 5 лет. Пока, я бы так сказала, не такая большая конкуренция среди участников, потому что мало регионов сейчас задействовано. Но это совершенно не значит, что если компетенция расширится, мы уйдем куда-то в конец. Мы не только вышли в национальный финал, мы начали обучение мастеров производственного обучения по данной компетенции в распределенном формате. То есть в этом году на базе нашего колледжа в дистанционном формате обучилось около 15 преподавателей мастеров производственного обучения со всей России. Финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» завершится 21 сентября. Тогда и объявят победителей. Они войдут в национальную сборную страны, которой предстоит доказать свои навыки и умения уже на международном этапе. Он пройдет в Шанхае в следующем году. Тамара Шагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Поэт, народный художник, преподаватель и мастер декоративно-прикладного искусства в одном лице. В Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Мусы Мартазанова. Для широкого круга ценителей живописи представлены работы в различных жанрах. Пейзажи, натюрморты, тематические картины с философским содержанием. Хава Гагиева оценила. В единстве Ингушетии сильна. Здесь башни словно горы велики. И ветер, обнимая берега, меняет настроение реки. Пусть осень щедро осыпает нас листвой, плодами и лазурью неба. Пусть к родине любовь возвысит нас. И я слышу запах маминого хлеба. Каждая строчка поэзии дополняет красоту окружающей обстановки. Экспозиция так и называется «Поэзия живописи». Картины, стихи, приятное общество. Именно так проводили раньше вечера. А сегодня открывается персональная выставка председателя Союза художников Ингушетии Мусы Мартазанова. Эти картины – наследие великой ингушской культуры, отраженные красками в пейзажах и натюрмортах. Наверное, когда пишешь, ты ничего не чувствуешь. Ты знаешь, что эта работа должна быть написана, а вот когда она уже написана, когда ты ее поставил в сторону и созерцаешь ее, ты думаешь, что ты этому нигде не учился, что это по позволению, наверное, по воле Всевышнего все происходит на этом полотне. Конечно, ты радуешься вот этому удару, которым тебя наделил Свыше Господь. Вот это вот. 15 лет творческой деятельности, порядка 500 полотен. В экспозицию вошли 45 произведений, написанные маслом в разные периоды. К этой выставке автор готовился упорно, ведь на полотнах представлены любимые горные пейзажи. Не буду кривить душой, готовился я не 1 месяц, а с октября прошлого года. Коррективы свои внес коронавирус, пандемия, самоизоляция, карантин и так далее. Но сегодня мы имеем возможность находиться в этом зале. Несмотря на то, что все эти перипетии были, выставка состоялась. Красота с фотографической точностью. Среди гостей выставки студенты, школьники и просто поклонники таланта мастера. Аделия Аушева только в начале пути ценителя живописи. Школьница и раньше увлекалась творчеством художника, однако возможности лицезреть его работы вживую не было. Мне очень нравится, как он нарисовал горы, как их освечивает солнце. Мне очень нравится, и меня даже самой вдохновляет написать какую-нибудь картину. Ты заметила, что на этой картине практически нет мелких деталей? Как ты думаешь, что это значит? Это значит, что красота в простоте. Башир Даурбеков, Зелимхан Исмурзиев, Айшат Даурбекова. Поддержать коллегу и хорошего друга пришли многие именитые художники. Его творчество, его работа отражается и не только его видение внешнее, но и его внутренний мир. Поэтому он не может быть разным. В живописи неуместно ложь, лицемерие, такое притворство и другие эти. Здесь все откровенно, все честно. Не пропустил выставку и коллекционер со стажем Салман Истоев. В его художественной коллекции не одна картина Мусы Мартазанова. Мужчина признается, что является большим поклонником творчества мастера. А вот что-нибудь подойдет, еще прикуплю что-нибудь. Будем смотреть. Сегодняшняя выставка ему, по-моему, удалась. Тут много прекрасных, хороших работ. Особенно мне больше здесь нравятся горные пейзажи. Я бывал в горах, видел это все и наяву, и сравнить это чувствуется, как-то он передает это все прекрасно.
К слову, художник удивил почитателей своего искусства особенным подарком. Это травление металла. Я взял за основу лист латуни. К сожалению, у нас в регионе не найдешь материал, с которым можно работать. Вот, может быть, время есть, может, есть возможность, есть знания определенные, которые получил в академии. Но вот материала для обработки у нас, к сожалению, нет. Приходится искать. Мастерство совершенно иного уровня. Прорабатывая каждую деталь, художник вкладывает душу. Этого и требует от своих учеников. Чтобы каждая работа была безупречной, создавались десятки эскизов, признается его ученица Луиза Истоева. Ведь человеческий глаз многогранен, каждый хочет и должен видеть картину своим взглядом. Несмотря на то, что он художник, поэт, также он и психолог. Я очень сильно замечаю, когда мы уже как бы старые его ученики, когда к нему приходят новенькие ученики, я смотрю, как он к ним подходит. Раньше мы этого сами не замечали, но уже видно, как он к ним, каждому ребенку у него свой подход. Каждому он умеет объяснить по-своему, чтобы он понял. Выставка продлится до конца месяца, и каждый желающий сможет прикоснуться к творчеству художника, который внес свой вклад в развитие искусства и культуры в Ингушетии. Удивительный дар преобразовывать прозу в поэзию, а обыденность в мечту. Вот отличительный почерк работ Мусы Мартазанова. Хава Гагиева, Магомед Дедигов, Новости 24. В Пензе завершился фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Он проходил 3 дня и предлагал гостям выставку-ярмарку и мастер-классы народных умельцев из разных уголков России. Увидели пензенцы и частичку Ингушетии. Мастера во главе с председателем Ассоциации ремесленников Республики Адамом Галаевым показали на выставке свои работы: горные пейзажи, уместившиеся на срезе дерева, войлочные ковры, гончарные изделия. Наши ремесленники провели мастер-класс для всех желающих, поделились секретами производства, а также сами повысили знания в гончарном деле. Всего на выставку поехали 7 мастеров. Поскольку наша республика впервые представлена на этой площадке, мы подготовили 2 мастер-класса по кожевенному делу и ковроделию «Истинг». И, конечно же, взяли с собой работы наших мастеров, связанных с национальной тематикой. Начало очень хорошее. Нам бывает приятно видеть удивленные лица горожан, которые удивляются разнообразием и богатством культуры нашего народа. И, конечно же, мастера, помимо показа своих работ, рассказывают историю, культуру и некоторые особенности нашего народа. И для нас очень приятно, что мы познакомились с уникальными мастерами, с некоторыми, у которых уже есть договоренность, чтобы приехали в Ингушетию. Ингушские файтеры в очередной раз отличились на турнире ММА. Международные соревнования прошли в Москве. В октагоне встретились бойцы со всех российских субъектов. Разыгрывались порядка 60 наград, многие из которых наши ребята привезли в Ингушетию. Подробности в сюжете. 15 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали. Трофей, который с собой привезли ингушские спортсмены по итогам международного турнира ММА в Москве. В битве за пояс схлестнулись 400 участников, в числе которых 21 представитель бойцовского клуба «Панчер». Среди золотых медалистов Ахмед Медаров. Он выступал в весе до 77 килограммов в возрастной категории 16-17 лет. С явным преимуществом он одолел всех своих противников. Бой нормально доехал. Косопенник, Кобой Ерас, Хедиор, Шалаур, Дагестан, Халаур, Вьетнамец, Американец, Аур. Короче, Кой. Еще один победитель турнира в весе 70 килограммов Амир Нальгиев. Спортсмен показал отличный результат еще в начале бойцовского вечера, одолев первого оппонента за 1,5 минуты. В «Панчере» он уже 3 года, и несмотря на эпидситуацию и карантинные меры, темпы подготовки не снижал. А Микаилу Нальгиеву повезло чуть меньше. На битве за пояс по очкам проиграл одному из соперников и завоевал серебряную награду. 3 победы подряд, начал уверенно, но в конце допустил ошибки. Спортсмен не расстраивается, что упустил золото. Это было первое соревнование такого уровня на его счету. Микаил уже подметил свои ошибки и собирается над ними работать. Результатом своих подопечных тренер доволен. Он и не рассчитывал на такой успешный дебют после перерыва. Спортивные залы открылись только месяц назад. И за это время им пришлось быстро восстанавливать форму. Многие успели за время самоизоляции набрать вес. Теперь в клубе усиленно готовятся к следующим соревнованиям. 1 октября заметит в финале бой продолжится, профессиональный бой. Сдал Эндели первого боя.
Первый, а доктор, вернее, третьего боится. Ну, вообще, по-любому, шибы ждут в любом случае. Не все награды выиграны, любят повторять здесь. Сейчас спортсмены сосредоточены на тренировках. Многие еще не до конца восстановили форму. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Тамерлан Ужахов. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.